Сегодня в Камарадском государственном университете прошли публичные дебаты, где обсуждались проблемы, касающиеся интеграции национальных меньшинств в большое сообщество Молдовы. В рамках данного проекта у нас в студии находятся участники мероприятия. Андрей Попов, председатель Института стратегических инициатив. Здравствуйте. Екатерина Жекова, председатель комиссии Народного собрания Гагаузии по внешним связям и местной публичной власти. Добро пожаловать. Людмила Метеогла, директор Центра «Про-Европа» в Камрате. Здравствуйте. И Сергей Анастасов, примар муниципия Камрат. Здравствуйте. Итак, тема передачи – интеграция национальных меньшинств в Молдове. И мой первый вопрос господину Попову, наверное, будет. Скажите, вот вообще существует проблема национальных меньшинств в Молдове? И если да, то как это выражается? В чем она заключается? Вначале два слова о том, что это первые публичные дебаты, и символично, что они начались именно здесь, в Камрате, которые в рамках совместного проекта проводят два молдавских института. Это Институт стратегических инициатив, который я представляю, и Институт европейских политических реформ. Вместе с Европейским центром европейских политик и в сотрудничестве с камрадским филиалом Центра «Про-Европа». А что касается вашего вопроса, я с самого начала хочу сказать следующее. Лично мне и многим сегодняшним присутствующим термин национальное меньшинство не очень по душе. Хотя это научный термин, хотя во всем мире существуют конвенции. Мне существует составляющая Народной Республики Молдова. Ну, или этносы, или, как здесь говорили, малые народы. Но я думаю, вопросы идентичности языка, они настолько деликатны, что даже на уровне терминов нужно быть осторожным, чтобы не задеть чье-то особое мнение. И, конечно же, у нас существует одна проблема, она выше, чем все. Расколотое общество и неспособность за 25 лет независимости страны, почти уже 26, создать такое ощущение у всех граждан, вне зависимости от этнической принадлежности или самоидентификации, вне зависимости от того, где они живут, в селе, в городе, на юге, на севере, в центре, создать чувство «мы», чувство сопричастности одному национальному государственному проекту. И вот проблема этнических национальных сообществ, которые и составляют многонациональный народ Молдовы, и гагаузы играют очень важную здесь роль вместе с русскими, украинцами, болгарами, евреями. Вот это лишь одна из частей этой проблемы. Спасибо. Госпожа Метеогла, вот роль неправительственных организаций в этом вопросе. Вот вы тоже были частью организации сегодняшнего мероприятия. В чем ваша роль заключалась? Конечно, роль общественных организаций заключается в том, чтобы пригласить большое количество представителей власти, бизнеса, гражданского общества для того, чтобы обсудить эту тему, для того, чтобы услышать мнение людей относительно этого вопроса и дискутировать на эту тему, предлагать какие-то конкретные механизмы по решению этих проблем, давать какие-то рекомендации властям и, может быть, инициировать по результатам таких дискуссий какие-то проекты, которые позволяли бы как минимум сократить те проблемы, которые существуют в обществе. Ну, если коротко так, вот что обсуждалось так более конкретно, Екатерина Федоровна, вот что обсуждалось на сегодняшнем мероприятии, вот что самое важное? Я благодарю именно за такой вопрос и хочу вернуться к той формулировке «национальные меньшинства». На самом деле этого словосочетания не было даже в названии сегодняшней темы дебатов. Да, то есть это очень важно. Почему? Потому что, как мне кажется, господин Попов очень хорошо пояснил, почему не стоит, как мне кажется, тоже употреблять вот это словосочетание, потому как задевается достоинство разных людей. Гагаузы не хотят, и это правильно, на мой взгляд, считать себя национальным меньшинством в стране, где у нас есть своя автономия. Но не хотеть это не означает, что это не так. Но я думаю, что гагаузы все-таки являются не национальным меньшинством, мы являемся
народом, который имеет свою автономию в этой стране, и это было бы, на мой взгляд, правильнее такая формулировка. О чем мы сегодня говорили? Вот поэтому мы говорили об идентичности. Мы говорили о проблемах укрепления идентичности в Молдове. Как сделать так, чтобы... Есть ли вообще вокруг этого термина идентичность проблемы? И очень правильно, опять же, господин Попов сказал, как сделать так, чтобы мы себя ощущали мы в Молдове? Неважно, какой национальности мы принадлежим, молдаване, гагаузы, болгары, украинцы, русские. И нельзя сегодня не констатировать тот факт, что мы разобщены. А вот почему мы разобщены? И если 22 года назад, тогда 23, тогда, когда мы получали автономию, мы говорили о том, что мы хотим сохранить, мы гагаузы, мы хотим сохранить свой язык, нам важно принять программы по развитию. Для этого создавали автономию. Да. Именно с такими лозунгами. Абсолютно верно. То надо сделать периодически, надо было бы делать нам ревизию. И мне кажется, только потому, что не проводилась эта ревизия с нашей стороны тут в Гагаузии, а на каком уровне находится язык, насколько среда общения укрепляется на гагаузском языке, что с идентичностью происходит. То есть вот просто получили законодательные нормы, которые предполагают это, а дальше как? А реализовали мы на практике это? Как мне кажется, что такого анализа не было ни со стороны государства, правительства Республики Молдова, не было и с нашей стороны. Я имею в виду сейчас гагаузскую автономию. Такой анализ? Вот скажите, кто должен проводить этот анализ? Ну, слушайте, у нас есть государство. Да. Что касается Республики Молдова, есть правительство, ответственное за внедрение таких программ. Ну, а кто ответственен за то, чтобы граждане Молдовы чувствовали себя гражданами Молдовы? Я тут сказала бы, что ответственно не только правительство Молдовы и не только руководство автономии. Ответственен каждый гражданин. И, как мне кажется, очень многие проблемы в нашем обществе, мы, жители, граждане этой страны, мы говорим о том, что есть эта проблема, но мы все ждем, что нам кто-то на блюдечке с золотой каемочкой подаст разрешение. Но так не бывает, как показывают практики многих разных государств. Неважно, это европейские государства, либо государства стран СНГ, надо, чтобы граждане сами по себе были активными. И если вот эту проблему необходимости укрепления идентичности осознает гражданское общество, а я думаю, что мы подошли к той черте, когда не осознавать это уже невозможно. Вот об этом мы сегодня говорили, и мне было очень приятно слышать разные мнения на этот счет. Очень хорошо, что общество уже... Даже да. во время дебатов прозвучала такая идея, как свою жизнь нужно устраивать до тех пор, пока она не начнет устраивать нас. Поэтому... Очень хорошо. Да, поэтому мы говорили об этом тоже, о том, что очень важно быть сопричастными ко всем этим процессам. И мы не в последнюю очередь должны влиять на процессы принятия решений, но мы обсуждали и то, что на сегодняшний день у нас очень мало рычагов. То есть номинально гражданское общество участвует в процессе принятия решений, но по факту чаще всего нет доверия между гражданским обществом и властью, и власть на сегодняшний день никоим образом не ставит во внимание интересы гражданского общества, то есть разобщенность существует. Господин Примар, вот на уровне, на местном уровне, да, на уровне города, вот как разрешать эти проблемы? С какими проблемами вот город сталкивается? Город сталкивается со всеми проблемами, которые есть в жизни человека. Кроме экономических. Да, и в первую очередь незнанием людей о том, кто за что несет ответственность, какой бюджет, то есть сколько, что нужно сделать для того, чтобы лучше жить. Все у нас думают о том, что все есть, мы можем решить любую проблему, а мы же общество. И сегодня, когда не знаем основных моментов в нашей жизни, очень сложно что-либо менять. Ждали изменений мы со многих сторон. Но если сегодня говорить о Европе, конечно, конкретных каких-то шагов по изменению, к улучшению жизни наше общество здесь еще не почувствовало. Люди ждут в первую очередь, конечно, это борьба с коррупцией, это судебность, такие вещи, которые являются сегодня основными, потому что очень много у нас говорят о разных вещах, что мы поднимем то, сделаем это, но вот основа все-таки... перед выборами, да? Да, перед выборами у нас даже зарплата бывает 500 и 1000 евро, то есть здесь вопросов нет, но мне хочется, чтобы люди все-таки сами делали политику. Люди, потому что сегодня пока люди неправильное направление возьмут, мы никогда не изменим ничего здесь. И очень много, видимо, с тех советских пор, с времен нас вся дезинформация, она очень здесь у нас хорошо воспринимается. Чем больше обмана, тем больше доверия. То есть поэтому
на фактах. Уже закончилось время политиков, когда они говорят словами, а не цифрами. Уже люди, я уже общаюсь с многими, не нравится, когда общими словами кто-то что-либо говорит, его не привязывая ни к чему. Уже заканчиваются многие моменты. Но единственное, чего да. Взрослеет общество. Взрослеет, да. Единственное, я боюсь, пока мы поймем, что нам нужно делать, у нас людей не останется. Не для кого будет делать. Вот этого я боюсь очень сильно, потому что основа нации, и нету ни в Европе, ни в любой стране мира, чтобы не развивалась экономика, и хорошо и язык изучали, и многие какие-то вещи. Простой пример. Выехав любой гражданин на постоянное место жительства, в хорошую страну, богатую, он быстренько учит язык. Не надо его не заставлять ничего. Хорошо, вот вы сейчас отмечаете, что люди стали об этом говорить, и это очень хорошо, значит, меняется самосознание людей. Но вот меня интересует, почему организаторы приехали из Кишинева, организовали нам публичные дебаты. Вот на местном уровне что делается? Мы между собой не можем такие публичные дебаты и говорить об этом. Нельзя наказывать всех за то, что мы не организовали мы не наказываем, мы обсуждаем. Если позволите, я скажу следующее. Главная тема дебатов была не столько особенная проблема гагаузской автономии, было как помочь нам всем понять, чего нам не хватает, чтобы мы построили нормальную, современную гражданскую политическую нацию Республики Молдова. Чтобы мы с гордостью себя причислили все к народу Республики Молдова. И вот здесь нам было организаторам интересно услышать мнение из Камрата. Люди из разных населенных пунктов приехали. Мы провели эту почти с утра до позднего после обеда дискуссию в Камратском университете. И я бы обобщил, чтобы было понятно телезрителям, главные темы дискуссии. Ну, во-первых, была тема, о которой я сказал, создание гражданской нации Республики Молдова, в котором у гагаузов было бы свое место, и к которому они чувствовали себя сопричастными. Ну что ж, уважаемые участники, давайте мы сейчас посмотрим репортаж о мероприятии, ну а после продолжим наше обсуждение. Укрепление идентичности в Молдове в рамках процесса Европейской ассоциации. На такую тему в Камратском государственном университете состоялся круглый стол. Участники обсудили проблемы, которые существуют в Республике Молдова на уровне национального самосознания. Чрезвычайный и полномочный посол Министерства иностранных дел Ион Ставиле в своем выступлении привел в пример случай из времен Советского Союза, а точнее события 1977 года, когда обсуждали одну из последних конституций Советского Союза. Тогда некоторые ученые и эксперты предлагали включить в нее такое понятие, как советская нация. По словам Иона Ставиле, тогда к возможной потере идентичности люди относились с большим негативом и страхом. Вы потеряете свою идентичность, самобытность, не потеряете, а как бы объедините все эти идентичности в одно целое, и это будет очень богатое такое образование, формирование нации какой-то. Да, и вы знаете, он говорил, когда люди слушали вот такую перспективу, они в ужас приходили, говорят, как же так? Это означает, что мы когда-то забудем свой родной язык, свои традиции, свою историю. Молдова является многонациональной страной, в которой качество жизни зависит от уровня социального спокойствия и толерантности между представителями различных наций. Качество и безопасность жизни говорит о том, что когда люди общаются между собой, когда они понимают друг друга, где они все чувствуют себя комфортно в единой стране. Интерес населения к собственному языку и культуре теряется. Все меньше детей говорят на родном языке. Президент Института стратегических инициатив Андрей Попов рассказал об одном из случаев, который произошел в детском саду села Авдарма, когда он попросил продемонстрировать детей знания в области гагаузского языка. А как будет лошадка по-гагаузски? Ну, не знаю. И девочка говорит, а я знаю, как я обрадовался, я это все снимаю. Говорит, а я знаю, как будет лошадка по-гагаузски. По-гагаузски лошадка будет ослик. И вот мне воспитательство говорит такую вещь, что, знаете, так получается, вот мы, воспитатели, с родителями говорим на гагаузском в основном. И родители этих детей с дедушками говорят на гагаузском, а вот с детьми уже на русском. И я с этой проблемой сталкивался весь день
И на следующий день тоже. Мы изучаем историю Румы, и это, я понимаю, что это вот большая культурная общность и так далее и тому подобное. Но в этой истории мы не обозначены. Если бы даже в рамках этого курса было бы место для этнических меньшинств, они как-то были бы обозначены на каждом этапе истории, в каждом событии, то это было бы, как-то еще хоть как-то позволяло бы ощутить себя в этом пространстве. Обязательным фактором сохранения толерантности и уважения между представителями различных национальностей является общение и межэтническая дружба. Немаловажную роль в этом играет взаимный интерес наций к культуре и традициям друг друга. Но, как показывает практика, в Молдове этот принцип соблюдают не все. Мы всегда на наиболее интересные мероприятия всегда приглашали представителей и руководства республики, и руководства Кишинева, когда в Кишиневе это проводится, представителей культуры, искусств. А вот что касается молдавских мероприятий, увы. Кстати, когда мы приглашаем, очень часто представители парламента, президентуры, правительства или муниципий Кишинева, как правило, никто не приходит. Для того, чтобы зародить интерес к языку, истории, культуре людей из различных регионов, необходимо к этому вызвать интерес. Такая задача, по мнению депутата Народного собрания Гагаузии Екатерины Жековой, стоит перед правительством и средствами массовой информации. Гагаузские СМИ рассказывают чаще всего только о том, что происходит в самой Гагаузии. Опять же, слово, сказанное вами, изоляция, самоизоляция. Почему люди в Бельцах не знают о том, чем живет автономия? Почему люди в автономии не знают о том, какие проблемы есть у бельчан? Я говорю об общественном телевидении, которое финансируется на деньги налогоплательщиков нашей страны, в том числе и нас. Мероприятие было организовано в рамках проекта укрепления национальной идентичности в Республике Молдова в контексте ассоциации с Европейским Союзом, осуществляемой при поддержке Федерального ведомства иностранных дел Германии. Я вот удивляюсь, почему в Кишиневе переживают за это, почему мы не переживаем за это. Сегодня в рамках дебатов участвовало 8 спикеров, из которых 4 спикера были из Гагаузии. Камрадский государственный университет с удовольствием предоставил нам помещение, было очень много заинтересованных педагогов, докторов наук, которые с удовольствием дискутировали, поэтому я здесь вижу обоюдную включенность в этот процесс дискуссии относительно идентичности граждан Республики Молдова. Ну, здесь я имею в виду, кроме сегодняшнего мероприятия, мы об этом говорим в Гагаузии почти каждый день. Но все равно я хочу ответить на тот вопрос, который вы задали. Почему вот с Кишинева приехали и организовали? Я хочу вам сказать, что я очень рада тому, что с Кишинева приезжают и здесь организовывают. Как раз это говорит о том, о наличии той проблемы, о которой мы говорили в самом начале. Мы ищем идентичность молдаван, граждан Молдовы. То есть не только молдаван по национальности, гагаузов по национальности. Мы ищем идентичность граждан Молдовы, понимаете? И сегодня произносились такие мысли, что нужно бы разделять и понимать, кто что хочет. Ну, кто что хочет. Каждый народ, который живет в этой стране, хочет, чтобы его культура, его самобытность не ущемлялись. Правильно? Значит, надо посмотреть законодательно. Есть ущемления? Если есть ущемления, надо их разрешать. Но то, о чем говорит Людмила, сегодня не могу сказать, что гагаузское сообщество не вовлечено было активно. Она права, активно люди обсуждали. Это говорит о том, что если есть потенциал для обсуждения, значит, есть потенциал для вынесения идей и мыслей по продвижению этого вопроса. И пример господина Попова не только Авдарма, чтобы мы с вами понимали. Он говорит об Авдарме, потому что он был в Авдарме, а мы с моими коллегами-депутатами потому и инициировали идею написания законопроекта о спасении гагаузского языка, потому что мы изучили ситуацию, а что происходит в селах и в городах. 82% жителей нашей автономии – это гагаузы, среды общения нет, народное собрание на своих заседаниях не использует гагаузский язык, заседания ведутся и советы, и городские, и сельские, да. То есть, смотрите, если сегодня власть не демонстрирует, что мы говорим на этом языке,
Дети не говорят на этом языке, потому что родители поручают своим родителям говорить с их детьми на русском, потому что это перспективнее. Мы не говорим о том, что русский язык нужно вытеснять. Это невозможно. Из жизни автономии, из учебных программ нашей автономии это невозможно сделать. Инициатива моя и моих коллег по принятию законопроекта о спасении гагаузского языка основана лишь на том, чтобы создать особые условия, законодательно создать особые в чем условия. вы видите условия, какие нужны, чтобы сейчас, чтобы создать особые условия для того, чтобы сформировать среду общения на гагаузском языке. Вот сегодня, по-моему, Светлана Романова приводила пример, ой, как хорошо, наконец-то появились вывески на гагаузском языке на наших официальных зданиях. Слушайте, 22 года спустя. Тоже есть. Это плохо. И тут надо уметь признавать наши недочеты в вопросе продвижения, развития языка. Но я отношусь к категории тех людей, которые... Я не хочу искать виноватых. Равно как и в вопросе сейчас, почему до сих пор не укреплена идентичность в Молдове, не надо искать виноватых. Если мы сегодня политики, гражданское общество, научное сообщество, интеллигенция, понимаем, что в этом есть проблема, значит, надо двигаться в одном направлении. Надо поставить цель. А вот цель должна быть такая, объединить Молдову, потому что, вы понимаете, я не вижу проблем изучения государственного языка для тех, кто хочет, жители Гагаузии, да. И сегодня перечисляла и декан факультета национальной культуры на публичных дебатах КГУ, что есть различного рода программы, которые позволяют это делать. Я замечаю и думаю, что это имеет место быть. Мы, жители Гагаузии, не хотим знать молдавский язык, потому что считаем, что это нам не нужно. Мы не хотим знать гагаузский язык, считаем, что тоже нет перспективы. Но если говорить об идентичности... Мы просто не знаем молдавский язык. Сейчас скажу, но если не знаем, значит не хотим. Но если бы мы хотели, значит мы искали бы, либо мы просили бы у правительства создавать условия. Конечно, здесь есть вина правительства, я об этом сегодня говорила. И приводила пример, если вы слышали, Эстонию, да, я приводила пример, когда страна создала, правительство этой страны создало все условия для того, чтобы люди, которые живут в Эстонии, русские по национальности, не знали эстонского языка, но они хотят его знать, предлагается огромный перечень программ, интереснейших, увлекательных для разных возрастов. Если туда переехал человек, он подумывает получить гражданство Эстонии, хочет там жить, он сначала должен выучить язык. Но его не ставят в условия, нет, ты выучи язык, и потом ты станешь гражданином. Хочешь стать гражданином, выучи язык, выбери вот эти опции, которые мы тебе предлагаем. Такая программа, такая, что тебе нравится. Хочешь с ребенком, бери курс с ребенком. Но есть предложение, понимаете? И это создает такую совершенно комфортную и добрую ситуацию вокруг увлеченного изучения государственного языка. Это хороший опыт. Мне кажется, европейской страны. Кто хочет стать гражданином? А там, кстати, в Эстонии очень много граждан без гражданства. Да? У нас. То есть, если они ну, я не знаю, не делала, в регистре не делала если запроса, мы сегодня говорим посмотреть. о языках, то у нас каждый гагауз, болгар или другой, кроме национальности, молдаванин, должен говорить на 4 языках сегодня. Это русский, английский, гагаузский, государственный. Ну, вообще учить языки. А можно спросить, на скольких языках мы говорим? Вы говорите, браво, Сергей Анастасов может похвастаться, как вот много он говорит на государственном, он говорит на английском, он говорит на гагаузском. Возможно, сегодня вот ребенка выучить 4 языка. Давайте мы вот подумаем над этим. Вот. И другие программы, гуманитарные, другие когда-нибудь изучать. Вот мы будем учить только языки. Вы знаете, мое предложение такое: есть детские сады, есть родной язык, ребенок родился, родной, это близко. Значит, с 0 до 7 лет, пожалуйста, родной язык должен быть детский сад. И потом уже по одному уроку для того, чтобы не забывать. И дома, пожалуйста, говорите. Но сегодня мы невозможно опять необъятно. Мы не сможем сегодня говорить. От какого языка надо отказаться? Мы не должны на ваш взгляд? Отказываться, мы должны минимизировать знания, потому что хотя бы на общении, то есть на уровне общения мы не можем сегодня грамматику, все знать на 4 языках, это невозможно. Можно говорить, конечно, на родном языке. Это возможно. На 4 языка каждый ребенок может знать сегодня. Я не знаю, сколько у нас детей, которые говорят на 4 языках. Нет, ну, вы знаете, в условиях, когда я еще раз подтвердил информацию, что во всей гагаузской автономии 58 детских садов, где обучаются в дошкольных этих заведениях более 20 тысяч детей. Но в отчетах все дети учат? 58 детских садов. Нет ни одного детского садика,
где преподавание было бы на родном для этих большинства детей гагаузском языке. Но здесь я хочу сделать очень важное уточнение. Два. Во-первых, мы не зацикливаемся на вопросах языка. Второе. Но у нас есть возможность максимально хорошо изучать не только 1-2 языка, но вполне 3. А 4 приложится позже в школе вполне, вот английский, но изучать на таком очень хорошем уровне до школы и гагаузский, и русский, и базы румынского языка, чтобы его развить в школе, вполне к десятилетию, абсолютно просто не в ущерб, а во благо развитию ребенка, чтобы к десятилетнему возрасту дети были свободно говорили на 3 языках, а потом еще до конца школы еще 4. Это реально. Мы живем в современном мире. Я жил и в Швейцарии, и в Бельгии, и в Австрии, и работал, не просто жил. Я видел детей, которые говорят с папой на одном, с мамой на другом, а в школе вот реальный случай. Его зовут Анатол Чеботарь. Он мой однокурсник из Чемишлии. Он женился в Австрии, у него жена молдаванка. Жена говорит с дочками на русском, он говорит с дочками на румынском. Девочки ходят в детский сад, говорят на английском и на немецком. Я вас уверяю, в 5 лет старшая дочка абсолютно на уровне родного говорит на 4 языках. То есть детский ум этого позволяет, мы должны этого захотеть, создать условия для этого. Не все дети, мы говорим сейчас Господин Попов, допустим, стране, представим себе, что эта проблема решается в Гагаузии, да? Переводят в школы на гагаузский язык. Дальше куда наши дети пойдут? Это же тоже проблема, это следующий шаг. Нет, мы говорим о том, чтобы не делать что-то в ущерб, а в том, что новое мышление. Мы по старинке думаем, что одинаковость это хорошо, и что наша разность это наш минус. А на самом деле можно так повернуть, что наше отличие во всей стране это не минус, а конкурентное преимущество. У моего хорошего друга сын закончил в Кишиневе лицей, молдо-турецкий лицей. Он к окончанию очень хорошо говорит на турецком. У него родной и румынский родные языки. Турецкий, он еще работал в Польше. Он говорит прекрасно, обучался во Франции. И английский язык. У него 6 языков. Вполне это реально. Но помимо изучения своего языка, помимо изучения государственного языка, сохранения и развития русского языка, как языка межнационального общения, нам нужно думать, как сделать так, чтобы у нас эти многие линии раскола, не только по языковому принципу, а и по принципу геополитических каких-то преференций, по искусственным линиям политического раскола, чтобы мы их преодолели. У нас столько людей уехало из страны, что нам просто уже некого делить. А политики делят. Вот как создать основные где-то движения на разделение и запустить движение на объединение. Вот это тоже сегодня была одна из тем, которую мы обсуждали. Я предлагаю нашу дискуссию перевести все-таки. Этническая идентичность – это не только язык. Это и исторический аспект, и культурный аспект. И если предметно говорить, то я считаю, что большим ущербным явлением является то, что жители Молдовы не очень интересуются тем, чем живет Гагаузия. И жители Гагаузии, в общем-то, не понимая языка тех телепрограмм, которые доступны через разные через разные телевидения и радио, жители, не понимая государственного языка, не слушают и не узнают. Понимаете, вот это создает изоляцию. Это серьезная проблема. Об этом надо говорить больше, потому что язык, гагаузы должны быть заинтересованы в спасении, сохранении и развитии своего языка, молдаване своего, болгары своего, а закон страны, конституция должны дать все основания для того, чтобы, или рычаги, инструменты для того, чтобы эти люди могли это делать. Что же касается эти права, но соблюдаются ли тут? Давайте. Как конкретно можно внедрить государственный язык в наших школах сегодня? Мне кажется, очень конкретно, чтобы дети вот смотрите, конкретно. Вот конкретика, что я заметил? А он обучается в школах государственного языка? Что есть проблема? Нет, я вам скажу. Обучается, но не знает. Это уже проблема преподавания, проблема образовательной системы. Как преподается, проблема мотивации. Что нужно предложить нашим Слушайте, школам? надо предложить классные учебники с классными учителями. Учителей надо мотивировать, надо повысить людям зарплату, надо создать такие условия, когда учитель хочет преподавать, а ученик хочет обучаться. А для этого нужны классные книжки, еще раз говорю, не сложные, а понятные, классные. Нужно много материала другого. Все начинается с человеческого фактора. Очень важно, чтобы... Вот я заметил здесь феномен. В Кишиневе есть педагогический вуз.
где есть специализация преподавания государственного языка румынского в школах с преподаванием на русском языке. И вот когда молодая девочка из Неспарена, с не очень хорошим русским языком, она получает навыки преподавания, приезжает в какое-то гагаузское село, очень сложно прижиться иногда. Вот было бы, мне кажется, я советовался со специалистами, чтобы создать программу для воспитания местных кадров, чтобы люди, знающие специфику, знающие людей, знающие гагаузский язык, они получали навыки преподавания румынского государственного языка. Это делается годами уже достаточно успешно в Камрадском госуниверситете. Господа, мотивировать надо. Инструменты есть, они работают худо-бедно. То, что надо, это мы понимаем. Кто должен мотивировать? Кто? Я же говорю, должны быть... Если хочет примария, пожалуйста, нужны избранники. Все примария, все примария. Для этого в Молдове есть правительство, у Гагаузии есть исполнительный комитет. Надо принимать разного рода программы, которые будут мотивировать людей, гагаузов, которые живут в наших селах, создавать культурные сообщества, которые будут там, я не знаю, сохранять. Я не говорю, что это не делается вообще, чтобы вы тут правильно понимали, потому что я очень хорошо знаю, да, что Гагаузия имеет определенные успехи в этих вопросах, но когда мы говорим о том, что есть проблема, значит недостаточно того, что делается, и нужно бы это укреплять. Нужно бы предложить какие-то специальные программы развития, поддержки, сохранения самобытности гагаузов, потому что кто-то сегодня, я не помню, кто на дебатах, но сказал очень интересную фразу: а то получается, что только так фасад есть, что у нас есть танцы, это были вы. Да. Фасад есть танцы, есть, когда нужно выставить там все в нарядных костюмах, как надо. А я вот задаюсь вопросом, почему греки и ребята из Турции, граждане Турции, которые идут в начальную школу, они танцуют свои народные танцы. Сартаки знают танцевать все греки с малых лет. А почему гагаузы не танцуют кадынджу? А танцуют только те, сейчас скажу, танцуют только те, которые ходят на специальное обучение в соответствующие коллективы профильные. А почему это не может быть? Вы не знаете, как наши люди танцуют. Я не о людях, вы слышите, я говорю о том, что детям с детства, с детского садика, а потом в начальной школе, то, о чем говорят мои коллеги здесь, что с детства нужно прививать вот эту самобытность, вот эту нашу культурную особенность наших танцев, наших песен. Нельзя сказать, что этого нет. Я не говорю, что это есть. В каждом детском садике дети танцуют прекрасно кадынджу. Я приглашаю и 9, и 8, и 7. Буквально мы на выпускном сейчас их. Они именно каждая группа танцевали и кадынджу, и народные молдавские. Мне кажется, то, что касается культуры... Смотрите, недостаточно может быть, вы не дали в том договорить. же патриотизме, как вы не дали договорить, если можно, я договорю. Да. Я же сказала чуть выше, это делается, но скорее всего, что этого недостаточно, потому как основная проблема, которая высветилась, проблема, что нет вот этой среды общения, если касается языка, и нет вот этой гагаузости глубокой, потому что когда приходят к нам туристы, иностранцы, они не видят. Согласны, что недостаточно? Да. Вот теперь смотрите. Это большой недостаток. Ну так я же об этом говорю. Вот я поставлю здесь точку тогда. То есть я не отрицаю, что что-то делается, и это делается, надо сказать, опять же, на энтузиазме этих учителей, воспитателей в детских садах. Нормально, что есть такие идеи и примеры. Хорошо, Екатерина Федоровна, не поставите вы точку, потому что я считаю, что все-таки на законодательном уровне вот депутаты должны что-то делать в этом направлении. Даже те же таблички, даже те же, я не знаю, к нам многие приезжают, и журналисты, и туристы, и все говорят, что вот мы хотим посмотреть на юг Молдовы, а что они видят? А что они видят? Ничего не видят. Они заезжают в село и читают на русском языке, либо на молдавском языке название этого села. На законодательном названии можно сделать. На законодательном уровне я могу отвечать как депутат Народного собрания. Вы знаете, что наш созыв получил свои мандаты 20 января. За это время, думаю, что у многих коллег было много хороших инициатив касательно этой сферы. Инициатива была у меня и у 2 моих коллег. Мы небольшой группой выдвинули, повторюсь, инициативу о спасении гагаузского языка, потому как на самом деле язык находится критичная ситуация с языком, со средой общения, повторюсь. Поэтому я считаю, что мы сделали это. Большего мы пока не сделали, и я думаю, что сегодня есть как никогда
желание у депутатского корпуса и осознание, самое главное, что в этом есть проблема. Людмила, мы вам так и не дали слова, вы хотели это добавить? Нет, ну я, в принципе, тоже хотела увести дискуссию от языка к теме и проблематике, которая была поднята сегодня, потому что в рамках дискуссии у нас было две панели. И вторая панель, где участвовали представители делегации Европейского Союза, они также подчеркивали, что со стороны Европейского Союза есть надежное плечо, что они большое внимание уделяют национальным меньшинствам. Это касалось не только Гагаузии, они говорили о разных меньшинствах через различные программы. Мы говорили о тех программах, которые есть в Европейском Союзе, мы касались школ, что на сегодняшний день программы Европейского Союза позволяют нам учиться в комфортных условиях, думать не о том, каким образом нам достать парту или заиметь компьютер, а о том, чтобы изучать языки в комфортных условиях, изучать культуру, самобытность и стать профессиональными в своих областях, об этом говорили. Также программа Европейского Союза подразумевает и обмен студентами, где наши молодые люди могут посещать европейские страны, получать степени, учиться, делать какие-то исследования. И как национальное меньшинство для нас это тоже очень важно, что мы переходим на другой уровень, мы что-то перенимаем из Европейского Союза. Есть ли какой-то опыт еще хороший вот европейских стран? Можете привести какие-то примеры? Может, кто-то? Примеры европейских стран в плане национальных меньшинств. Да, ну, есть Литва, где проживает буквально 1% караимов. Это те национальные меньшинства на территории Литвы, которые проживают в Вильнюсе. Почему этот процесс так долго у нас происходит? Вот как вы считаете? Это перспективные вопросы. Почему как долго? Ну, слушайте, ну что говорить о вчерашнем дне? Он ушел. Давайте думать о том, как дальше двигаться и какую повестку дня предлагать для того, чтобы она была эффективной, полезной для этого общества. Потому что копаться в прошлом сейчас никому не интересно, особенно в этих вопросах. У меня сейчас возникла идея. Мы на нашей идентичности должны научиться зарабатывать. Потому что когда мы поймем, что за счет нашего... мы пока ругаемся на них. Да, за счет гагаузского языка, идентичности, своей особенности, мы просто должны на этом зарабатывать деньги. И мы должны научиться делать такие туристические центры, которые позволят нам зарабатывать. Согласна. Когда придет турист и он захочет об этом говорить, поверьте, мы его выучим. Культурный бэкграунд Гагаузии, культурный бэкграунд Гагаузии настолько интересен туристам, что они уже настолько интересуются, а мы еще не поняли, мы еще не готовы, мы еще не можем им предоставить. Что это надо предложить как на самом деле место, которое может стать элементом зарабатывания и улучшения жизни нашего общества, понимаете? Сергей Ильич, предприниматель, это возможно, вот скажите? Я как раз хотел включиться в это. Как вы заговорили о деньгах? Не о деньгах, а экономике. Об экономике. Вы кого приглашаете? Нашего, который уехал отсюда, чтобы он инвестировал, или иностранца? Кого мы приглашаем, чтобы он создавал инвестировал в эту экономику? Он будет инвестировать или нет? Мы пока говорим о спросе, мы должны... Спросе, да, но спрос предложения. Мы опять же возвращаемся ко всем. Первой в стране должна быть возможность инвестировать, защита предпринимателя. Отложить вопросы идентичности. Все нужно отложить в сторону, заняться только экономикой. Как делал Сингапур, делали многие страны. Они развили экономику, дальше появились деньги. Ну как мы сегодня говорим о культуре, когда наши пенсионеры получают 35 евро. Мы не имеем права даже тратить деньги на культуру, если наши пенсионеры получают 35 евро. Мы не имеем права тратить на, вот даже пример Приморье привожу, на дороге 2 миллиона, 6 миллионов на культуру. Далее мы не понимаем, что такое культура. Культура, когда в городе чистая, вокруг нет мусора. Мусоросвалок нет. Не только когда мы песни поем, но когда мы вокруг все грязное, мы песни поем, это не культура, немножко без культуры. Наши прадеды, наши все предки, они перенесли культуру за 1000 лет. Они за это деньги получали. И дорог хороших у них тоже не было. Ничего не было. И на свадьбах они культуру развивали. Свадьбы проводятся. Мы, по-моему, не перестали проводить свадьбы. Немного чрезмерно у нас. Вот мы говорим только культура, язык, лимба нуастр, лимба вастры. И вот это все затмило все. Какой же вектор у нас будет? Очень важный вопрос. Главное, чтобы он не был промолдавским. Вот куда мы идем? Ой, вот смотрите, одни пугают объединение с Румынией. А хочет ли Румыния с нами объединяться? Другие пугают с Россией. Так сегодня мы должны одной стороне говорить мама, а другой папа. 500 тысяч человек работает в России, мы должны с ней ругаться. Мы должны благодарить эту страну за то, что люди нашли кусок хлеба в этой стране. Европа сегодня нам дала возможность есть без виз.
Сегодня огромное количество наших граждан работает в Европейском Так мы Союзе. хорошо живем. Все же самое хорошее мы берем сегодня из Европы, так скажем. Новые технологии по медицине, как строить дороги, как все строить. Разве мы сегодня должны что-то... Я думаю, что эта тема должна быть закрыта в нашем обществе. И про это нужно вообще перестать говорить. Надо говорить только о экономике. Только экономике. Нет другого у нас. Нет, он это имеет. К примеру, закончилась Вторая мировая война для Германии. Задали вопрос, есть программа у вас выйти из кризиса? То есть там разобщенность была сильная, потому что одни были фашистами, другие антифашистами. Но экономист, немецкий министр экономики, который был назначен, он написал только 3 фразы. Без программы создавать рабочие места, больше ничего. Вот для этого давайте будем делать все. Защищать, это юстиция, это все вместе взятое. Задача вот какая у нас. Потом появится у нас и идентичность, и язык будет изучать, даже будут приезжать к нам из Африки, вот изучать и государственные, и гагаузские, как едут наши. Я не могу не согласиться с этим мнением, доверяю полностью вашему опыту как бизнесмену, экономисту, человеку, хорошо знающему экономику, как она работает. Я в этом совершенно далека от этого, но я боюсь, что если прерваться, как вы говорите, закрыть эти темы и заняться только экономикой, я боюсь, что через 20 лет, пока экономически Гагаузия установится или Молдова, то дети, о которых говорил только что господин Попов, не говорят на гагаузском, они через 20 лет вообще не будут помнить, что я такой язык был. Скажу одну реплику всего лишь. Кто у нас занимался языком 100 лет назад? Забыли? Не забыли. Вот этот феномен, когда все разрешено, запретный плод сладкий. Вот когда все разрешено, и мы забываем. Это все-таки связано с огромным количеством отъезда людей. Сегодня у нас, я знаю в городе сколько уехало. У нас в городе 4000 трудоспособных. Они уезжают и действительно забывают язык. Они говорят или на русском, или на итальянском, турецком, то есть другие национальности. Вот забывается действительно язык, да. Потому что все-таки не можем мы его, мы попали в другую среду, в семью вместе. Это же реально, что сегодня любой студент, где вы бы хотите работать, а я вот паспорт готовлю, хочу уехать. И куда уезжать, где есть среда другая. Давайте мы все-таки будем бить по главной, не часть, а основная часть. Да. Позвольте, я дополню немножко с другой перспективы, то, что господин Примар сказал. Во-первых, очень просто противоставлять дороги и учебники и культуру. Нет такого противоставления. А какое противоставление реально существует, что можно тратить не 6 миллионов, а 106 на культуру. Но когда подавляющее большинство выпускников школ не видят будущего в стране и уезжают, тогда сколько ты в культуру не вкладывай, в образование, в человеческий капитал, ты его теряешь. Да. Так вот нужно повернуть акцент так и искать, где те болевые точки в стране, которые нужно лечить, для того, чтобы у нас люди поверили в будущее страны. И, конечно же, одна из болевых точек – это точка коррупция. Страна не такая бедная, но из разных коррупционных схем, в том числе с участием политиков, госчиновников, из госбюджета вымывается очень серьезная коррупционная рента. А чтобы у нас не было времени сплотиться и решать, и искать виноватых, и наказывать, и говорить об этом, нам подбрасывают разные петарды и страшилки в виде языка, идентичности, референдумов, флаги, геополитика, НАТО, Румыния, тот флаг, сёк флаг. Вот надо быть бдительными. Я скажу одну вещь. В каждом из нас есть 2 струнки. Вот одна струнка, она общая для всех. Для гагаузов, для молдаван, для людей в возрасте, для людей из села, женщины, мужчины, престарелые. Все хотят жить нормальной жизнью. Это права человека, это чтобы суды были справедливые, чтобы можно было довериться государству, а не чтобы государство создавало эти проблемы, чтобы бизнес развивался, чтобы была нормальная конкуренция, а не монополия, чтобы не отбирали бизнес, чтобы была свободная пресса, чтобы не лгали. Вот это какой-то набор базовых, может сказать, даже европейских, они общечеловеческие ценности. Но они, вы знаете, они вокруг этой повестки объединятся все, кроме тех, кто ворует. Им это невыгодно, это объединение. Но вот есть другая струнка, которая глубже. Она ближе к первобытным инстинктам, к эмоциям. И на ней намного проще играть, и когда ты на ней играешь, ты раскалываешь, появляются негативные эмоции. Это струнка идентичности,
языка, геополитических преференций, разных символов, флагов. Так вот, часто, и мой был бы призыв к тем, кто нас смотрит и слушает, чтобы люди были более бдительными и не поддавались на подобные провокации, потому что часто те, кто больше всех кричит: «Ой, Румыния! Ой, Россия! Ой, НАТО!» Это делают именно для того, чтобы, знаете, вот как фокусники, что они делают? Одни одной рукой так, а другой себе в карман, чтобы отвлечь внимание. Вот это был бы мой посыл для того, чтобы люди искали точки для консенсуса, для объединения. И формат выстроения современной гражданской молдавской нации, где не было бы разницы, ты гагауз, или ты молдаванин, или румын, или украинец, и где бы не было так важно, ты любишь Россию или Румынию. Я категорически против, чтобы кому-то что-то запрещать, кого-то любить. Но нужно так выстроить политику в стране, чтобы все в первую очередь любили свою родину, Республику Молдова, а потом соседнюю страну, или Россию, или Турцию, понимаете? Или все страны. Вы знаете, я хочу сказать, задаться вопросом. Вот мультикультурность нашего общества – это наше богатство? Богатство. Бесспорно. Бесспорно и, безусловно, скажет каждый человек. Так? А давайте теперь посмотрим, знаем ли мы, граждане Молдовы, о том, что мы мультинациональное общество. Что знают молдаване о гагаузах? Я чуть выше об этом задала вопрос, да? Вы знаете, гагаузы, наверное, гагаузы, да? Нет. Я хочу привести один пример. В 2009 году общественная компания ГРТ, которую я тогда возглавляла, мы заключили договор и вошли в сеть Молтелеком, тогда он только появился в Молдове, по всей стране, и мы разместились, канал ГРТ разместился на 6-й кнопке. Прошло недели 2-3, и с Бейтс знакомые, с которыми я очень давно не общалась, звонят и говорят: «Ой, оказывается, у вас что, есть гагаузское телевидение?» А молдаване не знали, что у гагаузов телевидение есть с 1989 года. Понимаете? Секундочку. Да. Я хочу сказать как раз о том, что это не 2009 год и даже не 89-й, слава богу, сегодня. Сегодня 2017 год. И у нас есть такие коммуникационные возможности, я имею в виду технологические возможности, что мы сегодня могли бы производить передачи и должны это делать. И мы должны интересоваться тем, что происходит в Бейцах, а какие там проблемы в Сороках. А сорочане должны, наверное, насколько, создать надо атмосферу, чтобы мы интересовались друг дружкой. Когда мы не интересуемся жизнью, что там происходит на юге, что люди интересуются. Это говорит о том, что... Если люди интересуются, потому что есть канал Регионал, и мы проводили такие опросы, и канал Регионал показывает со всех регионов новости. И наши люди, комрадские, говорили: а мы не знали, что там в Даргееве тоже есть такие. Видите, благодаря появлению этого канала, раскройте уже скобки, канал существует и открылся, опять же, на деньги, насколько я понимаю, международных доноров. Да? Сороса. То есть, понимаете, смотрите, по-моему, Людмила об этом стала говорить. Такая благодатная почва у нас, у Молдовы, когда мы имеем возможность пользоваться донорской помощью разных организаций, западных, европейских, и продвигать то, что интересно нашей стране. Если нашей стране сегодня интересно сблизить север, юг, центр, так сближайте, есть программа, это работает. Я считаю, что сегодня проблемой можно считать, что на молдавском общественном телевидении о Гагаузии говорят только тогда, когда появляется какое-то политическое заявление какого-то политического лидера, причем очень резкое. А так обыденная жизнь Гагаузии не попадает, в общем-то, в объективы телекамер национальных телевидений, будь то частных, будь то еще что-то. Или если даже попадает, чтобы я тут никого не обидела, я не мониторю все каналы каждый день, но если даже попадает, это происходит, знаете, как час по чайной ложке. Этого очень мало для того, чтобы мы больше понимали и знали, что происходит в нашей стране. Иногда, я вам скажу, частные каналы больше показывают социальные программы, чем общественный канал, хотя это миссия общественного канала, я с вами соглашусь. Но давайте немножко поговорим о проекте укрепления национальной идентичности, да, в Республике Молдова. Вот этот проект планируется реализовать у нас в течение 10 лет, если я правильно поняла эту информацию. Не знаю, этот проект, этот частный проект, он работает до конца года. Ага, то есть общественное объединение за 1 год. Ну, нужно сказать, что
в начале этого года правительство Молдовы приняло стратегию по интеграции общества. И это совсем другой документ. Это государственный документ, который предполагает выработку государственных политик, механизмов, плана действий для того, чтобы вот то или многое из того, о чем мы говорили, реализовалось. Я просто хотела вас спросить еще, вы сказали, что это первое мероприятие, да, было сегодня, может еще что-то планируется, чтобы... Да, будут в разных населенных пунктах Молдовы подобного рода дискуссии, чтобы мы получили перспективы с разных частей страны и все интегрировали, написали отчет, исследования, предложения определенные. И в конце года уже провели какую-то итоговую конференцию по результатам этой серии публичных дебатов, первое из которых прошло сегодня в Ну вот по итогам сегодняшнего мероприятия какие-то выводы, какие-то решения были приняты вот сегодня? Или просто обсуждались? У нас, несмотря на то, что было несколько депутатов парламента, вот я действительно очень впечатлен знакомству с господином мэром Камрата, с которым мы говорим и на румынском, и на русском, он с коллегами говорит на гагаузском, очень приятно познакомиться с этим прагматичным, ориентированным на результат человеком, хотя не во всем, что касается культуры и дорог, я могу полностью согласиться, но несмотря на присутствие и представителей власти, большинство участников составляли профессора, активисты гражданского общества, журналисты, как из Камрата, так и из Кишинева. И наша задача в чем-то, вот, знаете, впитать, сфотографировать, нащупать болевые точки и предоставить рекомендации уже тем, у кого есть реальные рычаги для проведения политики. Надо просто перестать ждать. Надо начинать что-то делать самим. Я это просто будет хотела уже предложить эффективно. вот к концу передачи, чтобы вы какие-то выводы, советы дали нашим телезрителям. Ну, главный вывод, знаете, один из выводов. Все начинается с себя, с личности. И надо, для того, чтобы тебя уважали, ты должен научиться уважать других. И для этого понимать, что не бывает одной правды, но только так, как я. У нас очень, вот, смотрите, до хрипоты спорят, как правильно, вот так или так, молдаванин или румын, такой язык или сякой, туда. Это как вы называете государственный язык? Смотри, я называю румынский. Я его называю молдавским. Но подожди, но мои большинство родственников называют его молдавским. Я на нем говорю с моими бабушками, они называли его только молдавским. Но у меня есть два двоюродных брата. Один, они родные братья между собой, 2 года разница. Один убежденный румын, а другой убежденный молдаванин. А у них та же мама и тот же папа. Ну так это вопрос, нет, это вопрос выбора. Они живут в одном доме, кстати. Ну вот так просто в разных местах провели студенческие годы. Уважать другого, не навязывать свою точку зрения. И дальше, не бояться разности. У нас такая тенденция, что мы все хотим видеть такие, как мы. Так же одеты, так же пострижены, так же думающие. И все отличное воспринимаем как опасность. Не надо. Надо научиться так себя вести, чтобы отличием обогащать себя, чтобы мы были ярче. И я абсолютно убежден, что вместе с гагаузским народом, вместе с болгарами, с русскими, украинскими, наш многонациональный народ Молдовы будет ярче, сильнее, интереснее, вкуснее и более конкурентным в конце концов. Спасибо. Людмила? Я бы хотела сказать, что сегодняшнее мероприятие, наверное, с моей точки зрения, немного поменяло фокус для власти, для наших европейских партнеров. Ну, это громко сказано, но в любом случае мы подняли эту дискуссию, потому что, можно признаться, региональные и национальные власти больше думают об инфраструктуре, вода, канализация, дороги, школы. Мы же сегодня говорили о том, насколько важно, чтобы люди включались, и меньшинства включались в важные процессы на уровне Молдовы. И мне кажется, что все-таки, конечно, все очень много зависит от нас, и то, что мы должны всего добиваться сами, это одно, но огромную роль играет на сегодняшний день государство, будь то национальный, региональный или местный уровень. И, наверное, очень важно отметить, и, может быть, для властей это будет определенный звонок, что власти любят, очень нравиться международным партнерам.
И вот в погоне за с тем, как понравится одному либо другому партнеру, мы забыли о своих людях. Поэтому очень важно, чтобы фокус сменился, и даже встречаясь с международными донорами, встречаясь с партнерами, эти вопросы поднимать и изучать их практику и внедрять, потому что если есть эта проблема, если можно этот опыт изучить, не изучать только опыт взаимоотношений органов власти или опыт регионов, а изучать опыт и меньшинств, и все-таки стать главными партнерами для своих граждан, чтобы они поверили в эту стратегию Республика Молдова, мультикультурная, мультинациональная и интегрированная. Сергей Ильич, ваше заключительное слово. Заключительное слово, если мы говорим о идентичности, о культуре, языке, конечно, мы должны уделять внимание детям в первую очередь. Сегодня, если мы говорим о культуре, нужно развивать культуру до 18 лет. Свыше 18 лет это уже должна быть платная культура, где культурные работники должны платить налоги государству. Что касается до 18 лет, это наша задача. Это, по примеру, таких городов, как есть, например, Швейцария. Недавно у нас уехала группа Хаймам, девочки уехали в Швецию. И увидели, что в небольшом городе, 50-тысячном городе, около 300 рок-групп. Но у них 300 рок-групп детских, которые финансируются полностью бюджетом этого города. Да. Но бюджет у них не 2 миллиона евро, как в Камрате, в принципе, конечно, сотни миллионов. Если все же вы о Швеции говорите. Да, о Швеции говорим, конечно, да. И сегодня мы должны быть более толерантными. Я считаю, что у нас в Гагаузии мы немного нетолерантны. Если мы сегодня выбираем некоторые национальности, отличаем их от других национальностей, мы уже идем по пути. Так, то же самое, в принципе, делали некоторые, скажем, негативные лидеры в разные времена. Поэтому мы от этого должны отойти. Никогда в жизни мы не должны выбирать нации между украинцами, русскими, румынами, грузами. Очень часто у нас, я слышу, что какие-то нации у нас это не должно быть. Мы христиане. Если мы действительно христиане, мы должны читать. Библия пишет четко, все братья и сестры. И, конечно, нужно любить свою родину. Не нужно сегодня бояться или говорить, особенно те, кто говорит сегодня о объединении. Какое объединение у нас есть? Республика Молдова, которая независимая. Мы должны бороться за ее независимость. Господин Попов говорил, для чего это говорится. Да. Но не только политики об этом говорят, у нас простой народ только об этом и говорит. Я сегодня предлагаю нашему простому народу перестать об этом говорить, просто работать во благо страны. Мы все простой народ. Да, во благо страны работайте, боритесь за экономические преобразования. Если мы и выйдем на площадь Кишинев перед зданием правительства, давайте мы выйдем за изменение каких-то налоговых законодательств, чтобы мы могли дать нашим детям, чтобы они могли что-либо изменить. Именно вот за этим нужно выходить, а не менять правительство одно на другое. Или кого-то. Они все будут одинаковыми, пока не будем требовать то, чего нужно требовать. Повышение пенсии мы не можем требовать сегодня, пока нет экономики. И когда выходит повышение пенсии, зарплат, ну это неправильно. Вот эти вещи хотелось бы, чтобы более доступно доходило до нашего населения. Потому что иногда слушаешь такие выводы, что думаешь, неужели эти люди учились в университетах или в школах? Вроде бы столько лет все учатся. Вот такие вот вещи слышишь, которые не должны быть. Общество надо воспитывать. Воспитывать. Не говорить о том, что мы учимся. Ваше мнение. Вы знаете, я хотела бы сказать, что меня очень порадовало то, что именно по этой теме были проведены публичные дебаты. И вообще хочу высказать свою точку зрения о том, что последние годы, мне кажется, самые актуальные вопросы повестки дня Молдовы оглашаются или продвигаются неправительственными организациями. Я вижу очень много вопросов, на самом деле, серьезных, за которые берутся сначала неправительственные организации. И меня это очень порадовало. Меня очень радует это говорит о том, что зреет гражданское общество. И то, что в организацию этих публичных дебатов в Камрате подключились целых 3 организации, это как раз подтверждает то, о чем я только что сказала. Это не может не радовать. Мы сегодня говорили, каких-то пессимистические мысли высказывали, но за всем этим стоит одно желание, я уверена, у всех и каждого, кто присутствует в этой студии, кто смотрит нас по ту сторону экрана. Все хотим жить комфортно в одной стране с людьми разных национальностей, как мы и жили сотни лет на одной земле. А для этого нам нужно объединиться и толерантно сделать не просто написанным словом где-то на каких-то билбордах, и идентичную принадлежность ощущать сначала в себе, чтобы потом ощущать ее и в большем «мы»,
мне очень понравилось ваше, это такой вот, я не знаю, своего рода, я восприняла это как такой очень созидательный посыл этой... Участник, один из участников дебатов. Да, этих дебатов мне понравилось. А давайте что-то делать для того, чтобы мы ощущали себя мы. Вот и все, вот вывод. Да. Меня пока все радует, есть над чем работать. Ну что ж, наша передача подошла к концу. Я благодарю вас за интересную дискуссию. Напомню телезрителям, что вы смотрели передачу «Дискуссия». Всего доброго.